В соборе Святого Георгия прошло епархиальное собрание духовенства монашествующих и мирян Владикавказской епархии. Были подведены итоги прошлого года. С отчетными докладами выступили благочинные настоятели монастырей. Архиепископ высоко оценил эффективность проведенной работы. Так, в республике началось строительство 22 храмов. В прошлом году началась реконструкция Владикавказского духовно-просветительского центра, бывшей архиерейской резиденции на улице Церетели, а также укрепление западного склона горки, на которой расположена Остинская церковь. Уже в этом году планируется поэтапное открытие его корпусов. Особый акцент был сделан на православном образовании. Единственное духовное училище города в прошлом году в первый раз выпустило студентов. 3 из них сейчас работают священниками. 11 человек продолжили обучение в различных духовных семинариях страны. Также в планах епархии развитие Владикавказской православной гимназии имени Полиева. Ученикам начальных классов в этом году дадут возможность продолжить обучение в стенах образовательного учреждения уже в среднем звене до 9 класса. Владыка Зосимов вспомнил о трудах переводческой группы. Как известно, с прошлого года ведется активная работа по переводу богослужений на осетинский язык. Также на мероприятии говорили о планах на 2015 год. Одна из важнейших дат для общественной, церковной нашей жизни – это 70-летие Великой Победы. Это очень важное, особенно в наше время, событие, и церковь принимает самое активное участие и будет принимать всегда в этом самое активное участие. Поэтому на это особое внимание уделяется нашим епархиальным советам. Второе событие нашей общей церковно-государственной жизни является тысячелетие со дня рождения просветителя земли русской, святого равноапостольного князя Владимира.